حقيرة مقيرة غامرة غدوك حدوخة مدوخة غكورة غدوك. В конце прошлого года председатель Совета тейпов ингушского народа Малсы Кужахов озвучил своим соратникам отчет по проделанной работе за минувший год и сложил в себя полномочия председателя. Хамсалевежери, уважаемые коллеги, старейшины Ингушетии, представители тейпов, можно считать, что 2018 год уже прошел. Каким он был в жизни ингушского народа, каким он был для членов Совета тейпов ингушского народа, можно выразить одним словом – тяжелым. Обнаглевшая до беспредела и потерявшая чувство реальности региональная исполнительная власть начала открыто, не считая сменами своего народа, не опасаясь гнева своего народа, продавать и предавать интересы ингушского народа. И это не случайность. Власть ранее убедилась и утвердилась во мнении, что с этим народом можно делать все, что ей заблагорассудится. И он, народ, без ропота проглотит любую дешевую звачку, которую ему преподнесут власть имущие. Ничего случайного в этом мире не бывает. Мы, народ Ингушетии, своей разрозненностью и бесхребетностью позволили этой насквозь коррумпированной и продажной власти видеть из нас веревки. Совет тейпов в меру своих сил и возможностей боролся с этим произволом. Сотни обращений и заявлений в различные федеральные и региональные инстанции по различным злободневным вопросам. И папка жидза айхад я Президенту России, Государственную Думу Российской Федерации, в Совет Федерации, Народное собрание Республики Ингушетия, Генеральную прокуратуру Российской Федерации и прокурора Республики Ингушетия, ФСБ, Следственный комитет Российской Федерации и Следственный комитет Республики Ингушетия, правительство Российской Федерации и Республики Ингушетия, Минюст Российской Федерации, различные министерства и ведомства России и Ингушетии. На все эти обращения, кроме как главе Республики Ингушетии, получены ответы. Хоть в основном и отписки, но ответы. Десятки статей по различным злободневным темам, десятки видеообращений, научно-практические конференции и форумы совместно с другими общественными организациями Республики Ингушетии. Народ Ингушетии все это видел, народ Ингушетии наконец-то осознал, что у него есть, кому защищать его интересы. Народ Ингушетии в подавляющем большинстве своем поддержал нас, встал на нашу сторону. Это реальность, с которой рано или поздно придется смириться властным органам Республики Ингушетия. Мы больше не позволим измываться над своим народом, бездушным чиновникам и различным заезжим проходимцам. Совет тейпов доказал всему нашему народу, что он способен, несмотря на все угрозы зажравшейся власти, применить репрессии, выступить, когда этого требуют интересы ингушского общества. Мы сумели обратить внимание федеральной власти на поднимаемую нами проблему земли. Федеральная власть до этого делала вид, что ничего не происходит, все в пределах нормы. Мы сумели разбудить ингушское общество и сплотить его вокруг вопроса защиты интересов всего нашего народа, вопроса защиты наших земель, отчуждаемых проходимцами от власти. Мы сумели показать народу, какая она сила, когда они вместе, когда они едины. Они воочию и увидели это. Сплоченность и решимость стоять до конца нашего общества вызвало уважение и поддержку у всех народов Российской Федерации и не только Российской Федерации. Нашей сплоченности, нашей решимости по-доброму завидовали другие народы России. Совет тейпов ингушского народа сумел заявить о себе на всю страну. Теперь о существовании Совета тейпов ингушского народа знает во всех российских регионах и во всех властных структурах нашей необъятной Родины. Могу сегодня уверенно заявить, что Совет тейпов ингушского народа, как общественное движение, представляющее весь срез нашего народа, состоялся. Это результат 4-летнего напряженного труда всех нас здесь сидящих. Это результат нашей стойкости и решимости продолжать борьбу до победного конца. Это результат продуманности, извешенности и стратегии, и тактики движения, и отсутствия в работе Совета тейпов шарахания из стороны в сторону. Это результат нашей информационной работы среди нашего народа, среди ингушских тейпов. Это, наконец, результат нашей целеустремленности и готовности принести в жертву интересам своего народа, интересы как своей личной, так и своей семьи.
Так и должно быть в любом здоровом национальном обществе. За прошедший год состоялось 60 заседаний Совета тайпо-ингушского народа. Протоколы всех заседаний имеются. Копии всех заявлений, обращений, резолюций, статей сохранены, как и видеоматериалы. В повестке дня стояли вопросы защиты социальных прав граждан Ингушетии, обжалование закона о порядке обеспечения проезда на автомобильном транспорте общего пользования отдельных категорий граждан Республики Ингушетия, ежемесячной выдачи проездных репрессированных. Проездные сделали ежеквартальным после нашего обращения. Обжаловали обратно. Потребовали сделать их ежегодными. Протест против незаконной силовой операции в школе Хафиза в селении Далаково и другие протесты. Вопрос провала экономической политики нынешней власти. Анализ построенных и модернизированных промышленных предприятий Ингушетии за время правления Евкурова. Встречи с видными общественными деятелями Ингушетии. Посещение Бембулата Богатырова, приглашение муфты Республики Ингушетия Исы Хамхоева, народного писателя Исы Кадзоева, языковеда Якуба Медова, депутатов Народного собрания Республики Ингушетия и других видных общественных деятелей на наши заседания. Вопрос попыток передачи Столовой горы и территории, где расположен Кавдаламид Северной Осетии. Вопрос запрета показа фильмов, возвеличивающих Сталина и сталинских опричников. Фильм Лаврентия Берия. Письмо во все инстанции России. Вопрос попыток названия одной из улиц Каспийского Дагестана именем Сталина приостановили после нашего обращения. Поездка в Адыгею по приглашению Тхамуды Адыгея Аскера Аджигиреева на конференции, организованную строительством Адыгеи и другие мероприятия. В общем, год был насыщенный. Большим событием прошедшего года явился состоявшийся впервые чрезвычайный съезд тайпо-ингушского народа, вопросы, поднятые на которые мы должны и обязаны воплотить в жизнь. Это возврат прямых выборов главы республики. Это принятие закона о смешанной системе выборов депутатов Народного собрания Республики Ингушетия. Это внесение изменений в закон Республики Ингушетия о съезде народа Ингушетии. Съезд народа Ингушетии должен созывать и ставить вопросы повестки дня не глава Республики Ингушетия, а Совет тайпо-ингушского народа. Не исполнительная власть, а общественность Ингушетии. Это аксиома. Работы не початый край, работы очень много. Мы только в начале пути. У нас не должно быть головокружения от некоторых наших успехов. Это очень опасно. Наоборот, лучше недооценить свои силы, чем их переоценить. Поспешность и ура-патриотизм загубили ни одно движение и ни одно полезное начинание. Шаг за шагом, постепенно и последовательно надо добиваться поставленных целей по защите социальных, экономических, политических, культурных интересов граждан нашей республики, а защищая интересы граждан Республики Ингушетии и всех граждан России в целом. И делать это все, насколько это возможно, строго в рамках российского законодательства, которое соблюдает народ, но не считает нужным соблюдать зажравшееся чиновничество. Про себя могу сказать, прошу мне поверить, что я предложил все свои силы и отдал все свое время ушедшего года работе нашего Совета тайпов. Не могу сказать, что я не совершал ошибок. Для человека, занимающегося политическими вопросами, я слишком прямолинеен и бескомпромиссен. И не всегда умею владеть своими чувствами, хладнокровно отвечать на вызовы. Признаю, что это недостаток. Но с этим недостатком я, наверное, и умру. Все предложения и мероприятия общественной организации Республики Ингушетии, которые могут принести пользу народу, найдут наше понимание и нашу поддержку. В этом не должно быть никаких сомнений. Мы сумели стать значимой силой, но еще недостаточной, чтобы сегодня пытаться решать все вопросы нашего бытия. Нам необходимо набираться опыта и мощи. Нам необходимо найти понимание и безусловную поддержку всего нашего многострадального народа. Мы должны добиться того, чтобы нам верил и за нами готовы пойти не каждый второй, а каждый, без исключения, гражданин нашей республики и не только нашей республики. Я верю, мы сможем этого добиться. Мы не имеем права этого не добиться. Это наша обязанность найти ключи к душе каждого гражданина республики, показать ему реальную картину происходящих в республике событий, противовес радужным картинкам, показываемым по евкуровскому телевидению, оболванивающим наш народ нагло и бесцеремонно, пытающимся превратить черное в белое, ложь, правду, зло в добро. Это наша первостепенная задача. Не за горами время, когда коррумпированные ветви местной власти, продажные и алчные чиновники и беспринципные приспособленцы и подхалимы будут дрожать при одном упоминании имени Совета тайпо-ингушского народа. Дал эту вахлбай.
По уставу Совета Тейпов одно и то же лицо может быть председателем не более 2 лет подряд, после чего проводятся выборы нового председателя. Но в сообществе Совета Тейпов сложилась традиция отставки по собственному желанию председателя в конце каждого года, дабы дать членам Совета Тейпов право или переизбрать председателя, если результаты его деятельности за прошедший год и выбранный вектор развития удовлетворяет соратников, или же при неудовлетворительной деятельности бывшего председателя избрать нового из числа выдвинутых кандидатур. Таким образом, после освобождения должности председателя Малсагом Ужаховым выборы были назначены. В указанный день Совет Тейпов провел внеочередное заседание с единственной повесткой дня – избрание председателя. После долгих выступлений членов Совета Тейпов ингушского народа, состоящих в основном из замечаний по допущенному упущению в прошлом и предложений по улучшению эффективности деятельности организации, начался процесс голосования. Ханза Малсагу я ухшера шихабинж бобол председатель волож кяхта язли бобол ёлож мачат авага нагас оз бибиш бобол ердике худдевен халы вейт дагвала хал дахалхат яктжвей вей дахалхат яктжвен халвен элче язиге фаблочан фактуш халтарлос وی دهال خطی هستش لین تعدی حبولش بوانیت داخل دابا عریض ول شو تام كل حلقة ديس أهيش بان دخل ولش سقي دخل ولش سقواس طيب تميلش الله دال بركتي بول فاتحة. В результате голосования Малсак Ужахов был переизбран председателем Совета Тейпов ингушского народа на очередной срок до конца 2019 года.